Наша программа продолжается, и у нас в гостях Радик Фархуллин, продюсер программы «Новости Татарстана». Доброе утро, Радик. Доброе утро, здравствуйте, коллеги. Всегда приятно встречать коллег. Взаимно. И мы знаем, что вы работаете на телевидении уже очень-очень давно. Да. И начинали на канале СТС, когда там было еще региональное вещание, все верно? Верно, все правильно, самые да. годы казанского СТС. Да, 90-е годы. Отлично. И вот хотелось бы узнать, вы, наверное, помните, как вы вообще попали на телевидение? На телевидение я попал случайно. Так. У меня не было никакой такой какой-то самоцели. Я увидел объявление на телевидении, на канале СТС, что у них идет набор журналистов, корреспондентов. Я пришел, было больше сотни было людей. Так. И из этого количества, там сколько-то, несколько человек нас выбрали. И мы начали проходить стажировку. И вот так я втянулся в телевидение, прошло какое-то время, я увлекся, я узнал о этой профессии телевизионного журналиста. Да. И все закрутилось, все завертелось, и вот я уже с этого времени работаю на телевидении, работаю в информационном вещании. Теперь уже нашего родного ТНВ. Да. Обычно люди, работающие на телевидении, делятся на две части. Одни, как говорится, две такие категории. Одни работают в новостях, а другие всеми силами избегают этого, потому что это ответственность, это напряженная такая работа. Да. Вы всегда хотели делать новости, или это тоже как и с СТС получилось? Вы знаете, нет, я не жил с какими-то мечтами или мыслями о том, что я буду телевизионным журналистом, буду телевизионным корреспондентом, и я буду работать на телевидении. Был кастинг, я пришел, и слава Всевышнему, что я оказался в этой профессии, что я полюбил эту профессию. Профессия, я считаю, полюбила меня. Да. И я считаю, что я многого достиг в этой профессии, и я люблю делать новости. Это очень интересно, но делать новости это одно, но на телевидении можно делать много чего. Да. Вы сами, коллеги, знаете. Да. Поэтому можно работать и в новостях, можно работать и в других творческих редакциях. Все интересно. Но я вот в новостях. Как вы держиваете этот график новостей? Потому что же надо все сделать оперативно. Ты всегда должен быть в теме. Да. Мы всегда должны быть в тренде, мы всегда должны быть в курсе последних событий, и мы всегда следим каждый день, каждый час, каждую минуту, что происходит в нашей республике, в нашем городе, что происходит в стране и в мире, чтобы быть в курсе, какие идут тренды, какие идут веяния, явления происходят. Мы за всем следим, мы все рассказываем, показываем. Это напряжение, это нервы, это стрессы, это динамика. Это круто. Ну вот тогда в продолжении такой вам уже вопрос. Где интереснее? Вот лично вам. Да, в кадре или за кадром? За кадром. Везде. Да. Везде, наверное, свой интерес. Да, и в кадре интересно, и в кадре работа сложная. Вы сами это прекрасно знаете. Да. Любой ведущий это знает. Работать в прямом эфире это не просто, это стресс. Но это интересно, это весело, это задорно, это познавательно. Очень интересно работать за кадром, изнутри готовить программу, готовить материалы, готовить ведущих, работать с репортерами. Везде интересно, все привлекательно. Поэтому у меня нет какого-то такого различия. Я получился даже универсальным таким телевизионщиком, универсальным новостищиком, я бы сказал. Да. Новостищиком. Все-таки новостищиком. Спасибо большое, что пришли и рассказали нам такой увлекательной, интересной профессии. Да, конечно же, рады будем всегда вас видеть у нас в студии.